Магомед Добриев также стал сотрудничать с Хаббард Свенсон и обосновался в селении Яндагай. Женился на эскимоске Ксении Чивкелын. У них было 8 детей. Перестав заниматься коммерцией после укрепления власти Советов в 30-х, он трудился завхозом культбазы в заливе Святого Лаврентия. Участвовал в спасении челюскинцев. Был награжден за это грамотой, подписанной Сталиным, Молотовым и Куйбышевым. В декабре 1938 года Магомед был арестован НКВД и подвергся пыткам. У него требовали признания в связях с американской разведкой, хранения золота и валюты. В результате перенесенного стресса Магомед скончался от инсульта сразу после освобождения. Через полгода после смерти мужа Ксения вместе с детьми приехала в Ингушетию. Не выдержав кавказского климата, через 2 года она вернулась на Чукотку со старшими детьми. Младшая дочка Чебихан и сын Абдулла остались на Кавказе и пережили вместе с ингушскими родственниками весь ужас сталинской депортации 44-го. Воспоминания отца о Кавказе и Америке и историю своей семьи подробно описал в автобиографическом сборнике рассказов и повестей сын Магомеда Базик Добриев. Многочисленное потомство Магомеда Добриева на Чукотке живет по сей день. В их числе видные в регионе писатели, историки, политики, актеры, скульпторы, бизнесмены.